Шохлопен Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 39-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызша, ставьте лайки, комментируйте видео. На сегодняшнем занятии у нас с вами немало дел. Сначала мы с вами освоим скороговорки для того, чтобы отработать произношение звуков «дж» и «дж». После этого попробуем прочитать некоторые слова, в которых содержатся эти звуки, для того, чтобы дополнительно отработать произношение этих звуков и запомнить то, как они пишутся. И под конец у нас будет небольшое такое короткое упражнение на переписывание. Итак, приступим. Давайте вначале вспомним с вами, как на абазинском языке мы говорим скороговорки. Скороговорки на абазинском языке аласфяраква. Аласфяраква. Я думаю, многие из вас помнят, мы часто встречали это слово на прошлых занятиях. Аласфяраква. Давайте не будем отвлекаться, да, и сразу обратим внимание на выделенные буквы. Буква, которая выделена зеленым, это буква Х. Обратите внимание на то, как она пишется. Х, палочка, В. Х, палочка, В. Произносится как Х. У нас с вами, конечно, подготовлено слово подсказка для того, чтобы запомнить произношение этого звука. Да? Звук Х, мы запоминаем его произношение с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Дальше мы видим голубым выделена буква К. Обратим внимание, что буква К пишется как КВ. Запоминаем мы ее произношение с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Угу. Разобрались. Все вроде бы понятно, да? Это такой несложный уровень. Приступим теперь к самим скороговоркам. Вот первая скороговорка у нас. Как мы можем с вами легко заметить, она направлена на отработку звука «дж». Посмотрите, как пишется звук «дж». «Д», «ж», мягкий знак. «Дж». Да? «Дж». Теперь давайте я прочитаю, вы послушайте и попробуйте сопоставить звуки, которые я произношу, с тем, что написано на слайде. Гуаджа, гуаджа джаджа, хабраджаджа, днави дави даларджаджа. Гуаджа джаджа, хабраджаджа, днави дави даларджаджа. Гуаджа джаджа – это кудрявая девочка по имени Гуаджа. Хабры – волосы, джаджа – опять. Обыгрывается просто слово кудрявый здесь. Хабраджаджа – волнистые кудрявые волосы. Навид, Давид бегает туда-сюда. Даларджаджа. Вся такая кудрявая, да, такой совсем вольный, свободный перевод, но смысл такой. Давайте теперь попробуем все вместе прочитать. Гуаджа джаджа, хабра джаджа, Навид, Давид, Даларджаджа. Так, давайте разберем теперь звуки, которые у нас встречаются в этом предложении. Все понятно, да, вам? Звук Г, самый первый красный, да, мы запоминаем с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Г. Дальше, тот самый звук Дж, который мы отрабатываем на этом занятии, мы можем с вами запомнить легко с помощью слова коза. Коза, джма. Дж, джма. Да? Дж, джма. Еще раз давайте обратим внимание на то, как пишутся
как пишется звук Дж. Д, Ж, мягкий знак. Дж. Дальше. Посмотрите на слово волосы. Хабра. Х, хабра. Звук, ну вот он такой яркий синий, да? Х твердый знак. Это звук Х. Давайте вспомним, с помощью какого слова мы запоминаем звук Х. С помощью слова шапка. Х, хлпа. Х, хлпа. Да? Отработали, вспомнили звук Х. Дальше звук В. Посмотрите на слова днавит, давит, бегает туда-сюда. Звук В, Г палочка В. Г палочка В, да? Мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра. Вяра. Теперь, что еще, какие звуки еще нам с вами нужно разобрать? В слове днавит, видите, звук Т желтый. Давайте вспомним, что звук Т мы запоминаем с вами с помощью слова сова. Т. Да? Т. Сова. И, наконец, звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Г, гапн. Г, гапн. Теперь давайте прочитаем. Вот мы с вами отработали все звуки, да, вспомнили, как они произносятся. Давайте теперь прочитаем эту скороговорку, попробуем отработать все-таки произношение звука Дж. Гуаджа джаджа, хабра джаджа, днави, дави, далар джаджа. Молодцы. Еще раз давайте прочитаем. Гуаджа джаджа, хабра джаджа, днави, дави, далар джаджа. Угу. Молодцы, очень хорошо. Теперь у нас с вами пришел черед звука Дж. Звук Дж. Звук Дж пишется, обратите внимание, Д, Ж, В. Д, Ж, В. Целых 3 согласных образуют звук Дж. Да? Давайте теперь я прочитаю, вы послушайте и сопоставляйте звуки, которые вы слышите, с тем, что вы видите на экране. Итак, задж, джага, клаиджан, рджахаква, хадж, ештан. Задж, джага, клаиджан, рджахаква, хадж, ештан. Так, давайте теперь разберем звуки, которые мы здесь встречаем. Звук Дж. Конечно, мы его запоминаем с помощью слова стиральная машина. Дж, джага. Дж, джага. Да? Следующий звук, звук К. К, который пишется как К-палочка. К, корма. Корма на абазинском языке калина. К, корма. Следующий звук, звук Х. Звук Х мы запоминаем с помощью слова золото. Хяпщ. Х, хяпщ. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Разобрали, да, звуки, которые здесь встречаются. Давайте теперь с вами еще раз прочитаем эту скороговорку, постараемся прочитать ее вместе, для того, чтобы отработать произношение звука Дж. Задж, джага, клаиджан, рджахаква, хадж, ештан. Задж, джага, клаиджан, рджахаква, хадж, ештан. Очень хорошо. Разобрались с этим звуком, отработали его с помощью этой скороговорки. Теперь давайте перейдем к вам с вами к чтению. Да? Правила чтения на абазинском языке ахарывка ргабхеща. Ахарывка ргабхеща. Ахарывка ргабхеща. Звук Х в слове ахарывка мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К.
Звук Г. Обратите внимание на то, как пишется звук Г, как Г-палочка, да? Мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Г. Гапн. И звук Х мы запоминаем с помощью слова золото. Хапш. Х. Хапш. А харфква ргапхаща. Очень хорошо. Теперь приступим к самим словам, которые мы сегодня с вами планируем прочитать, которые мы с вами планируем отработать. Цель наша какая на сегодняшнем занятии? Мы отрабатываем произношение звуков Дж. Вот на этом слайде мы видим, да? И звук Дж. Давайте начнем с звука Дж. Значит, смотрите, наша задача какая? Я читаю. Ваша задача повторять произношение этих слов и записывать в комментариях. Итак, джимщ – лук, джма – коза, чка – соль, джимщ – лук, джимщ – лук, джма – коза, чка – соль. Еще раз давайте вспомним, что звук Дж мы запоминаем с помощью слова коза. Коза на абазинском языке джма, джма. Обратите внимание еще раз, что звук Дж пишется как Д, Ж, мягкий знак. Следующий звук, который мы хотим разобрать на этом слайде, это звук К. Звук К пишется как К-палочка. Запоминаем мы его с помощью слова калина. Калина на абазинском языке карма. К, карма. Перейдем к следующему слайду. Джаджа – кудрявый. Джанат – рай. Джаваб – ответ. Джаджа – кудрявый. Джанат – рай. Джаваб – ответ. Да? На этом слайде вот подобраны слова, которые нам с вами должны помочь отработать произношение звука Дж. Звук Дж, еще раз посмотрите, как он пишется. Д, Ж, мягкий знак. Д, Ж, мягкий знак – это звук Дж. Запоминаем мы произношение звука Дж с помощью слова коза. Джма. Дж, джма. Давайте еще раз прочитаем эту группу слов. Джаджа – кудрявый. Джанат – рай. Джаваб – ответ. Джаджа – кудрявый. Джанат – рай. Джаваб – ответ. Так. Хорошо. Следующий слайд. Здесь мы уже, видите, разбираем как звук Дж, так и звук Дж. Давайте еще раз обратим внимание, что звук Дж пишется как ДЖ мягкий знак, а звук Дж пишется как ДЖВ. ДЖВ. Итак, джип – карман, джара – стирка, за Дж – 1. Джип – карман, джара – стирка, за Дж – 1. Джип – карман, джара – стирка, за Дж – 1. Давайте еще раз вспомним, что звук Дж мы запоминаем с помощью слова коза. Джма, Дж, джма. Звук Дж мы запоминаем с помощью слова стиральная машина. Джджага, джджага. Да? Давайте прочитаем еще раз эту группу слов. Джип – карман, джара – стирка, за Дж – 1. Следующая группа слов. Джабаа – тяжесть, бремя. Джабаа – тяжесть, бремя. Джагафа – клоун. Джавар – завистник. Звук Дж мы запоминаем с помощью слова коза. Джма. Джма. Не забываем, да, о наших словах-подсказках. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. И звук Г мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра.
Вяра. Итак, давайте теперь, после того, как мы с вами разобрали выделенные буквы, вспомнили их произношение, давайте прочитаем слова на слайде. Джабага – тяжесть, бремя. Джагафа – клоун. Джавяу – завистник. Следующая группа слов. Джага – стиральная машина. Джидж – слюна. Джилштра – выпускать. Джага – стиральная машина. Джидж – слюна. Джилштра – выпускать. Да? Все три слова призваны помочь нам отработать произношение звука дж. Давайте посмотрим с вами еще раз, как пишется звук дж. Д, ж, в. Да? Целых три согласных образуют у нас звук дж. Давайте теперь попробуем вспомнить. Звук дж мы с вами запоминаем с помощью слова стиральная машина. Стиральная машина на абазинском языке джага, да? Джага, джага. Давайте теперь еще раз прочитаем слова на экране. Джага, стиральная машина. Джидж, слюна. Джилштра, выпускать. Джага, стиральная машина. Джидж, слюна. Джилштра, выпускать. Очень хорошо. Следующая группа слов. Джукдара – уводить. Джукхра – убегать. Джолорштра – выбрасывать. Джукдара – уводить. Джукхра – убегать. Джолорштра – выбрасывать. Итак, давайте разберем выделенные буквы. Звук дж, д, ж, в образует звук дж. Мы запоминаем с помощью слова стиральная машина. Стиральная машина на абазинском языке джага. Джага. Звук к, который пишется как в, мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша. И звук ш, который пишется как ш в, мы запоминаем с помощью слова олень. Шарах. Давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Джукдара – уводить. Джукхра – убегать. Джилорштра – выбрасывать. Очень хорошо. Теперь пришло время заключительного этапа сегодняшнего занятия. Пришло время упражнения на переписывание. Давайте с вами вспомним, как переписывание на абазинском языке. Акхвелара. Да? Теперь давайте разберем выделенные буквы в слове акхвелара. Звук х, мы видим желтым выделен х, твердый знак, да, образует звук х. Мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Кхылпа. Кхылпа. Звук в, вот он красным выделен, и пишется как г, палочка в. Мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Да? Звук который выделен вот ярким таким голубым цветом, мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Итак, слово акхвелара. Звук х мы запоминаем с помощью слова шапка. Кхылпа. Звук в мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Звук мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Приступим к упражнению на переписывание. Вот, значит, здесь приведено одно предложение. Ваша задача его переписать. Сейчас я прочитаю, чтобы нам с вами было легче в нем разобраться. Потом мы отработаем произношение выделенных букв и попробуем прочитать это предложение все вместе. Пока мы всем этим занимаемся, если есть желающие, вы можете написать
слова, которые начинаются на выделенные буквы, да, чтобы нам всем было интереснее заниматься и чтобы нам с вами легче было запоминать выделенные буквы. Вот. Поняли, да, какая задача? Вот все выделенные буквы Т, Г, Х, Х. Сколько можете слов придумать на эти буквы, столько и пишите в комментариях. Итак, а я пока прочитаю предложение. Мадина варад бзиелбит, ахрат кнахит. Мадина варад бзиелбит, ахрат кнахит. Мадина любит музыку, ей нравятся танцы. Это перевод. Итак, значит, давайте теперь разберем выделенные буквы. Звук Т, который пишется как Т-палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Звук Г, видите в слове ахра, звук Г-палочка, мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке агапн, агапн. Звук Х мы запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра, хра. Звук Х, посмотрите в слове ткнахы, Х твердый знак образует звук Х. Мы запоминаем с помощью слова шапка. Х, кхолпа, Х, кхолпа. Теперь разобрались, вспомнили произношение выделенных звуков. Теперь давайте все вместе прочитаем это предложение и еще раз отработаем произношение выделенных звуков. Мадина варад бзи елбит, ахра ткнахит. Мадина варад бзи елбит, ахра ткнахит. Очень хорошо. Теперь давайте перейдем к следующему предложению. Левзачагиларги, а концерт яцат. Левзачагиларги, а концерт яцат. Она пошла вместе с друзьями на концерт. Левзачагиларги, а концерт яцат. Итак, теперь давайте с вами разберем выделенные буквы. Звук Г мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. Гора, гора. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова чарта, постель. Да? Ч, чарта. Звук Г, посмотрите, Г мягкий знак, простой легкий звук, но мы постараемся запомнить его с помощью слова чебрец, да? Ген. И звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т, сова. Разобрались с выделенными буквами. Давайте теперь прочитаем это предложение. Левзачагиларги, а концерт яцат. Левзачагиларги, а концерт яцат. Она пошла вместе с друзьями на концерт. Очень хорошо. Теперь вот у нас последнее предложение в этом блоке, да? Давайте с вами его прочитаем. Ауат, а концерт шабыш ергуабхат. Ауат, а концерт шабыш ергуабхат. Им очень понравился концерт. Разберем выделенные буквы теперь. Буква Ш, посмотрите, как она пишется. Ш, В образует звук Ш. Этот звук мы запоминаем с помощью слова олень. Ш-шарах, Ш-шарах. Звук Г, посмотрите, как пишется ГВ, мы запоминаем с помощью слова сердце. Г. И звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т, сова. Итак, разобрали выделенные буквы все. Теперь давайте с вами прочитаем это предложение все вместе, вслух, если у вас есть возможность, то отработаем еще раз выделенные буквы, попробуем их правильно произнести. Ауат, а концерт шабыш ергуабхат. Ауат, а концерт
Шабаш Ергуабхат. Им очень понравился концерт. Очень хорошо, молодцы, отлично потрудились сегодня, много всего сделали, хорошего, полезного, продуктивно прошло у нас занятие. Теперь наше занятие подошло к концу, и прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах.